Саламатсыңарбы, урматтуу коноктор, Билим Булабы бала бакчасына кош келиңиздер. Сөз билим берүүнүн башчысына Нургүл Сапаровага берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Биздин Мысык көл баарыбыз эле көлбүз да, бирок биздин районго кош келипсиздер. Анан буюрса биз акимчиликте жыйналыш болуп азыркы бул эмени көрө албай калдык. Майнер атындагы бала бакчаны. Эми буга чейин бул иш жүрүп эле келген областтык билим берүү институту тарабынан кербендеп баардык шаар райондордо, анан азыр Ысык көл районунда болуп атыптыр. Азыркы бүгүнкү семинардын темасы мындай экен да, мен программаны албай калдым. Бактылуу бала, кооз жаратылыш биздин келечегибиз. И программа абдан жакшы экен, насыщенный. Анан урматтуу кесиптештер, урматтуу кыздар, бүгүн буюрса бир бала бакчаны көрдүңүздөр. Азыр болсо алтын балалык, Билим Булабы бала бакчасынын жакшынакай иш чарасын көрсөк, андан кийин дагы эки бала бакчабыз бар. Ошол эки бала бакчаны көрүп, биздин райондун бала бакчаларынан абдан жакшы, өзүңүздөргө бир жакшы иш нәтижелер алат деп ойлойбуз. Баарыбыздын ишибизге ийгилик, ден соолук каалайм. Келе жаткан Норуз байрамыбызда менен жаңы жылыбыз кут болуп, ишибиз ийгиликтүү болсун. Мен ушу районго келгени бир топ бала бакчаларды көрдүм. Действительно, бирок ушу алыстагы бала бакчаларды көрдүм дагы, именно шаардагы бала бакчаларды көрө элекмин. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, абдан жакшы бала бакчалар экен. Материальная, техническая база абдан жакшы экен. Биз балыкчы деп балыкчыдан келдим да, мен чейин балыкчынын да бала бакчалар абдан жакшы. Но здесь еще лучше бала бакчалар бар экен. Почему? Потому что айыл өкмөттөрдө да, айыл өкмөттөр абдан жакшы колдоо көрсөтөт. Сиздерге болсо мэрия колдоо көрсөтөт экен. Биз ушу айыл өкмөттөргө мэрияга катышсак дагы алар баардык тарабынан колдоп беришти. Ата-энелердин төлөмдөрү да абдан жакшы экен бул жерде. Тамактын да сапаты, ошо баардык жагынан жакшы экен. Эми азыр болсо сабагын көрөлү. Анан сабактан дагы өзүбүзгө жакшы бир нерсени алалы. Сизге, сиздин коллективиңизге, ишиңизге ийгилик каалайм. Мен Ажиева Динара Савитхановна бала бакча жөнүндө кыскача маалымат берип кетейин. Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в дошкольном образовательном учреждении Билим Булабы. В 2012 году на сессии Чолпонатинского городского кенеша было принято решение о строительстве нового детского сада из средств местного бюджета. Балансовая стоимость 40 миллионов сом. В 2016 году было завершено строительство объекта, но здание было пустое. В течение года совместно с мэрией мы занимались оборудованием и оснащением, оформлением и озеленением сада. Иссык-Кульский фонд развития выделил 5 миллионов сом, на которые была куплена мебель, бытовая техника, посуда, компьютерное оборудование. Вместе со мной работал трудовой коллектив сада на общественных началах, без заработной платы. Я работала по контракту. За этот год были установлены игровые площадки, посажено 100 хвойных деревьев и были разбиты цветочные клумбы. Для этого были завезены десятки машин с грунтом. В сентябре 2017 года было торжественное открытие детского сада Билим Булабы. Это двухэтажное типовое здание, проектная мощность которого 100 мест. Функционируют 4 группы. Это современное здание, оборудованное и оснащенное всем необходимым. В целях безопасности по периметру садика установлены камеры видеонаблюдения, установлена пожарная сигнализация и система пожаротушения. Здание подключено к центральной канализации и к водопроводу. Эстетическая среда в группах создается как фактор формирования в растущем человеке добра и красоты. В каждой группе имеется игровая спальня, кухня и умывальня. Каждая группа оборудована деревянными игровыми зонами, магазин, почта, больница, парикмахерская, автобус. Игровые зоны позволяют создавать условия для творческой деятельности детей, развития фантазии, формирования игровых умений и навыков, воспитания дружбы между детьми. Характеристика материально-технической базы свидетельствует о соответствии ее современным требованиям. Развивающая среда постоянно пополняется игрушками и пособиями фабричного изготовления, но в основном сделанными руками взрослых, педагогами и их родителей.
Для просмотра познавательных телепередач, детских презентаций, мультфильмов в каждой группе имеется телевизор со встроенным интернетом. Это нам купили наши спонсоры, родители. Также в детском саду имеется интерактивная доска, проектор, 2 компьютера и цветной принтер. Все это помогает проводить интересные занятия для детей. На территории детского сада ребенок проводит много времени. Одним из важнейших элементов оформления участка являются зеленые насаждения. На участке детского сада красиво круглогодично. Наш участок – неотъемлемая часть всей системы воспитания, в организации которого принимают участие и взрослые, и дети. Ведущие цели воспитания – это создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с их возрастом и индивидуальными особенностями. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности – игровой, учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой. Кроме развития в группах, мы часто вывозим детей на экскурсии в музеи, в яхт-клуб «Круиз», экскурсии в горы весной, пикники в весеннем саду, экскурсии в пожарную часть, где пожарники рассказывают и показывают детям, как нужно тушить пожар. А также проводим экскурсии в наши городские парки. Воспитатели ежегодно работают по проектной деятельности. Так, за этот год было реализовано несколько проектов. Нетрадиционный метод рисования и лепки, который развивает мелкую моторику, память и мышление. Проектная работа совместно с родителями «Книжка-малышка», который укрепляет связь с родителями, способствует развитию речи детей. Проект «Подводный мир» для расширения кругозора детей и экологического воспитания. Также проводим опытно-исследовательские проекты, такие как «Воздух», «Соль», «Вода». Они развивают у детей интерес к опытам, исследованиям и другие проекты. Для реализации основных целей и задач воспитательного процесса мы тесно сотрудничаем с мэрией города, с родителями и общественностью. Несмотря на то, что садик новый и хорошо оборудованный, у нас было много проблем. Одна из них – садик был построен в новостройке на месте бывшей пашни. Весной и зимой после дождей и снегопада подъездные пути к садику превращались в жижу и грязь, отчего проезд автомобилей был затруднен, не говоря уже о пешеходах, особенно детях. Мы обратились к арендаторам Центрального городского парка. Они на тот момент как раз строили этот свой парк. Они на прилегающую территорию выгрузили 20 КАМАЗов песка с щебенью. Коммунальное хозяйство грейдером разровняли землю. Стало сухо, машины спокойно подъезжают к воротам. Силами родителей и коллектива мы из щебня и старых бордюров сделали тропинки для пеших детей и родителей. В 2021 году от Иссык-Кульской райгосадминистрации наш садик получил номинацию «Мыкты-Балабахча года». В 2022 году мы выиграли районный конкурс «Мыкты-Тарвячи», заняв первое призовое место. Наш детский сад – это уютный дом, где царит семейная обстановка, где дети играют, слушают сказки, поют, спят и кушают, участвуют в организованной самостоятельной деятельности. Педагоги эффективно используют помещения и территорию детского сада для полноценного развития ребенка. Спасибо за внимание. А сейчас мы представим вам урок, который проведет воспитатель подготовительной группы Аматбекова Айнура Салаватовна. Добрый день, дорогие гости. Мы очень рады приветствовать вас в нашем детском саду. Нам очень приятно видеть ваши добрые, улыбчивые лица. Сегодняшнее наше занятие по окружающему миру. Тема нашего занятия – вода – источник жизни. Ребята, сегодняшнее наше занятие необычное. К нам пришли гости. Давайте встанем и поздороваемся. Здравствуйте! Садитесь.
Ой, ребята, кто-то стучится, давайте посмотрим, кто-то пришел. Ребята, вы знаете, где живут медузы? Да. А где? В океане. В воде. В океане. В океане, правильно, молодцы, ребята. Сейчас. Да, там еще есть акулы, молодец. Ребята, медузы не просто пришли к нам в гости, они оставили нам письмо. Письмо прислали ребята из института «Вода». Медузы отправили ученые из института «Вода». Давайте я вам ее прочитаю. Ребята, ученые просят, чтобы мы им помогли в исследовании воды. Поможем им, ребята? Да. Ребята, вода является одним из самых уникальных веществ на планете. Без воды не существует ни одно живое существо. Вода нужна человеку, людям, растениям, животным, даже птицам. Даже рыбки живут в воде. Да, ребята? Да. И акулы. Ребята, скажите мне, для чего нужна вода человеку? Для растений, чтобы пить. Еще. Чтобы купаться. А еще? зубы Чтобы чистить, пить. Чтобы лицо умывать. лицо умывать, еще готовить. Еще, да? Еще готовить еду. Еду. Молодец. А для чего нужна вода растениям? Чтобы поливать. И растить. И расти. Молодцы. А для чего нужна вода животным? Купаться, пить. Молодцы, ребята. Ребята, вы знаете, что делают в лаборатории? Да. Изучают опыты. Изучают Эксперимент. Эксперименты проводят. химию. Изучают химию, молодец, знаешь слово химия. Проводят опыты. Проводят опыты. Молодцы, ребят. Сегодня мы с вами отправимся в лабораторию. В лаборатории ученые работают в халатах. Вы знаете, да, ребята? Да. Давайте мы с вами сегодня будем юными исследователями и наденем тоже халаты. И отправимся в лабораторию. Я тоже с вами надену халат вместе с вами. И вместе мы отправимся в лабораторию. Пока вы надеваете халаты, ребята, давайте я вам напомню правила поведения в лаборатории. Ребята, в лаборатории нельзя бегать, прыгать, громко разговаривать и толкаться. И шуметь. А еще в лаборатории, ребята, нельзя ничего пробовать на вкус без разрешения. Можно отравиться. Да. И самое главное правило, ребята, в лаборатории нужно быть аккуратными и внимательными. Давайте тихо проходим за стульчики. Садитесь.
Ребята, мы будем с вами изучать воду. Первый опыт, который мы с вами должны провести, это определить состояние воды. Перед вами стоят стаканы. Возьмите пустой стакан и стакан с водой. Взяли? Да. Давайте попробуем ее перелить. Переливаем. Что вы слышите, ребята? Еще. Переливание. А почему переливается вода? Правильно. Если бы вода была бы не жидкостью, она бы не текла бы в водопроводном кране, а еще она бы не текла бы водопадом. В речках. В озере. Молодцы, ребята. В бассейнах. Да, делаем вывод, ребята. Вода – это жидкость. Молодцы. Вода – это жидкость. А теперь, ребята, мы с вами должны определить вкус воды. Возьмите трубочку. Перед вами стоит сок. Попробуйте сок. Какой вкус сока? Вкусный. Апельсиновый. Молодец, апельсиновый сок. А теперь попробуйте воду. Какой вкус у воды? Никакой. Значит, делаем вывод, ребята. Воды нет вкуса. Молодцы. Посадочные они. Молодец. Ребята, а теперь мы с вами должны определить запах воды. Когда мама печет пироги, какой запах мы чувствуем? А еще? Сладкий. Даже за закрытой дверью мы чувствуем запах пирога, да, ребята? Да. А теперь возьмите стакан с водой и понюхайте, какой запах у воды. Никакой. Делаем вывод, ребята. Нет. Молодцы, у воды нет запаха. А теперь, ребята, посмотрите на меня внимательно. Видите, у меня такого цвета. Молодцы. Смотрите, совпадает с одним из этих цветов? Цвет воды? Потому что вода прозрачная. Ой, какой ты молодец. Ребята, посмотрите, я положила трубочку в стакан. Что вы заметили? А почему мы видим трубочку? А теперь, ребята, делаем вывод. Вода какого цвета? У воды нет цвета. А у сока какой цвет? Молодец. Ребята, а сейчас мы с вами определим форму воды. Перед вами стоит две разных емкости. Налейте воду. Налили? Да. Налили, молодцы. Какой формы стала вода? Квадратный и круглый. Они стали разной формы, да, ребята? Да. Вода стала разной формы. Почему? Потому что вода... Потому что у воды нет формы. Молодец, умница, Ая. У воды нет формы, потому что она жидкая, да? Да. И вода принимает ту форму, в которую ее наливают. наливают. Молодцы. Делаем вывод. У воды нет формы. Молодцы, ребята. А теперь перед вами стоит бокал с ложечкой. Давайте мы положим, перед вами стоит вещество. Немножко вещества. Перемешайте. Посмотрите внимательно. Что стало с веществом? Растворилась. Она исчезла, да? А как вы думаете, она совсем исчезла? Нет. Да? Ну-ка попробуем на вкус. Какой стал вкус у воды? Кислый. Соленый. Соленый. А у тебя? У меня сладкий. У меня тоже соленый. Только вода у меня сладкий. У меня тоже как-то немножко. Значит, мало положил. Ребята, у вас стала вода соленой, а у вас вода стала сладкой, да? Да. Значит, вода растворяет вещества, но приобретает и вкус, получается.
А теперь, видите, перед вами стоит масло. Обычное масло, которым мы готовим еду. Возьмите одну ложечку масла и добавьте стакан с водой. Давайте мы ее растворим, перемешаем очень хорошо. Посмотрите, растворилось масло? Да. Нет. Что стало с маслом? Масло не растворяется в воде. Масло не растворяется в воде, она поднялась наверх. Видите, ребята? Значит, вода и масло не соединяются друг с другом, оказывается. Да, ребята? Да. Молодцы. А теперь перед вами стоит лед. Возьмите. Подвиньте лед поближе. Ребята, как вы думаете, какой формы лед? Треугольный. А почему имеет лед форму? Потому что вода твердый. Потому что она твердая. Еще вода его идет. Ребята, возьмите в руки лед. Потрогайте, какой он. Холодный. А теперь обратно положите лед. Возьмите салфетку, протрите его. Что у вас на ладошке осталось? Вода. А почему осталась вода? Вода жидкая. Лед растворилась. Потому что лед растаял в наших руках. Наши ладошки Теплые. теплые, да? Значит, если сильно охладить воду, она превращается в лед, но можно ее растаять, да? Да. Она может растаять. Ребята, делаем вывод. Лед тоже вода. Ребята, а теперь посмотрите внимательно. Я открою термос. Что мы видим? Пар. Давайте я подержу над паром зеркала. Ребята, если нагреть воду, что станет с водой? Она боится. Она станет горячей. Молодец. Еще папа. пару. Она станет А когда дома мама кипятит чайник, вы что-нибудь замечаете? пар. Пар выходит, да? Да. Ребята, вот я подержала зеркало, и на зеркале остались капельки воды. Видите? Видно всем? Да. Значит, делаем вывод. Вода это Пар – это тоже вода. Газообразное состояние воды. Ребята, туман тоже вода. Сейчас я вам покажу туман настоящий. Посмотрите, ребят. Видите, вы когда-нибудь видели туман? Замечали? Посмотрите. Можете потрогать. Видите, аккуратно. Ребята, вода – это единственное вещество, которое имеет 3 состояния. Первое состояние – это вода жидкость. Второе состояние – если сильно охладить воду, она превращается в лед и в твердом состоянии. А если воду нагреть, она превращается в пар и молодец. Газообразное состояние воды. Ребята, на этом наши исследования подошли к концу. И результаты наших исследований я отправлю ученым. А теперь давайте сделаем вывод. Сегодня что нового мы узнали? Вода это лед. Вода. Жидкость это тоже. Жидкость, вода, а лед? Если я сильно заморозить, он станет ледом. Да. А есть запах у воды? Нет. Вкус у воды? Нет. А что растворяет вода? Соль. Сахар и соль. А масло растворяет воду? Нет. Ребята, давайте аккуратно встаньте, снимите свои халаты. Ребята, давайте мы с вами сделаем изменения. Встаньте. Небо капельки летели, лучики попасть хотели, и захватывая дух, капельки упали. Капельки, 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 топ-топ-топ-топ-топ. Капельки, 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 топ-топ-топ-топ-топ.
ребята, садитесь. Ребята, ну а сейчас мы с вами поработаем на доске. Попробуем продолжить нашу тему. Ребята, скажите мне, где мы можем увидеть воду? Водопадом. Так, ручки поднимаем. Разве мы так ведем себя на уроке? Где мы можем увидеть воду? На горах. Еще. Озера. Ая. Снег это тоже вода. Молодец, снег это тоже. А я тоже вода. Умница. Еще где мы можем? Бассейне. Молодцы, ребята. Воду мы можем увидеть на водопаде, в ледниках, в реках и озерах. Ребята, вода это самое уникальное вещество, без которого не может существовать ни одно вещество. Ребята, если вдруг не станет воды, то могут погибнуть все растения. В воде живут рыбки, да, например? И акулы. Дельфины. По воде еще перевозят большие грузы. Ребята, видите? Да. Поэтому вода всем нужна. Ребята, в воде еще содержится очень много энергии. Люди нашли способ использовать эту энергию. Они придумали водяные мельницы. А еще построили гидроэлектростанции, ребята. Видите? Такие большие гидроэлектростанции добывают ток с помощью воды. Ребята, чтобы добывать ток, нужно очень-очень много воды. Как вы думаете, как пополняются запасы воды? Круговорот воды. Круговорот воды. Правильно, мы с вами это проходили уже, да, запомнили? Ребята, в природе существует круговорот воды. Когда солнышко выглядывает, вода в природе, на землях, в почвах, в воде, в океане, в морях, в реках, даже в растениях, превращается в водяной пар. Ая, выходи, давай. Солнышко вышло. Потом превращается в водяной пар, появляется, да? Так. А потом капельки поднимаются высоко на небо и образуют, ребята, что? Облачко. Правильно, образуют облачко. Орлен, выходи. Образуется облачко. И при определенном конденсации температуры облачко превращается в тучку. И капельки воды обратно начинают падать на землю. В каком виде, ребята? Да, в виде дождя. Молодец, умница. В виде дождя. А еще в каком? Капелек еще. И снега. Молодец, Лёда. в виде снега. Потом образуются речки. Из речки попадают снова в море. Ребята, ну а сейчас мы продолжим выполнять задание. Ребята, мы с вами должны соединить капельки. Вот так друг с другом. Цифры должны идти по порядку. Давай, Алихан, выходи и называй цифры. Цифру 1 соединяем с 2. Молодец. Цифру 2 соединяем с какой цифрой? 3. Умница. А цифру 3? 4. А цифру 4? 5. Молодец. Давай, садись. Давай, выходи. Цифру 5 соединяем с какой цифрой? 6. А Цифру 6? 6 соединяем с цифрой 7. Дальше. Цифру 7 соединяем с цифрой 6. 8. 8. Дальше. Цифру 8 соединяем с цифрой 9. Молодец. И цифру 9, ребята, соединяем с цифрой 10. Посмотрим, что у нас получилось. Карта. Молодцы, ребята. А в какой области мы живем? Высокой. Правильно. Вы на карте можете узнать Сыкульскую область? Да. А как? Вот. Она голубая, да? Да. Почему? Потому На что карте? это вода. Потому это что озеро. вода. У нас есть озеро Иссык-Куль, да, ребята? Ребята, как мы можем сохранить
природе чистую воду? Как мы можем сохранить? Еще не надо оставлять кран открытым. И кран открытым нельзя оставлять. Еще. Убирать за собой мусор. Убирать за собой мусор. Еще. Арсений. Экономить воду. Экономить воду. А когда мы умываемся, мы можем открыть струю воды немножко, да, не сильно. Это не помешает нам умыться. Но зато мы можем сохранить воду, да? А еще, ребята, мы должны беречь наше озеро Иссык-Куль, водоемы, потому что в озере живут рыбки, да? Как вы думаете, рыбам приятно находиться в воде? Приятно в воде. А в грязной воде? Нет! Давайте мы будем отвечать, ручки поднимать, да? А в грязной воде приятно им находиться, Адлин? Сулайман? Нет. Нет. А вам приятно купаться в грязной воде? Нет. Нет. Поэтому мы должны убираться за собой, да? Не оставлять мусор. Потому что море не было грязно. Да. Ребята, посмотрим дальше, какое задание. Ой. Вы узнали берег? Какой это берег? Молодцы, это Рухордо, который находится в нашем городе, да? Посмотрите, как тут грязно. Давайте мы уберемся, да? Видите, тут нарисовано 2 бака. Ручки опустите, тихо сидим. 2 бака. Один красный, другой зеленый. В красный бак мы убираем пищевые отходы, а в зеленый бак мы убираем мусор, который можно перерабатывать. Бакай, попробуешь? Я хочу попробовать. Давай, бери, моя, попробуй. Молодец. А монету что делаем? В карман положим, да? Монету нельзя разбрасываться деньгами. Так, давай. Вот в карман. Молодец. Кукурузу куда убираем? Красный. Молодец. Ая, выходи. Выходи, Ая. Пластик можно перерабатывать, ребята? Да. А пакеты? Да. Да. Бумагу? Да. А, я бросила камень в воду. Можно бросать камень в воду? Да. А что будет, если мы бросим камень? Ничего. Бульканье. Бульканье будет, правильно, молодец. Ребята, посмотрим дальше, что у нас. Ребята, видите, тут нарисованы картинки. Мы должны каждую табличку написать первую букву каждой картинки. И у нас получится слово «сядьте». Так, Арузат, первая картинка, что нарисовано? Песок. Ведро. Молодец, Арсен. Первая буква какая? Вы. В. Пишем букву В. Молодец. Вторая картинка. Очки. Первый звук какой? О, правильно. О, Сеня, выходи. Очки. Напиши. Какой букву? О, молодец. Следующая картинка. Айнас. Дерево. Айнас, смотри. Буква Д. Ладно, выходи, Алиха. Дерево. Сядь, где? Акула. Акула. Первая буква какая? Айнас, выходи. Напиши. Ребята, давайте прочитаем. Какое слово получилось? Вода. Молодец, Арсен. Вода. Получилось слово вода. Ребята, мы с вами сейчас должны по звуку определить и нарисовать картинку. Глеб, выходи давай. Все время просишься, давай посмотрим. Глеб, что это было? Молния. Давай рисуем. Молодец. Это не молния. Так, кто еще хочет? Сулайман, давай. Сулайман не выходил.
Капелька. 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 Нарисуй. Вода. Как мы можем нарисовать капельки воды? Ребята, похожи? Нет. Давайте, кто хочет помочь? Я. Давай, Оксана, выходи. Сядьте, ребята. Гости скажут, какие невоспитанные дети. Нет, нет, нет. Вот сюда. Нарисуй капельку. Молодец, садись. Алихан, выходи. Кто будет тихо сидеть, я того буду приглашать. Хорошо? Нажимай. Море, да? А как мы можем нарисовать море? Вот так. Вы слышали только что громко. Ты слышал? Молодец. Кто еще хочет помочь? Я хочу, Давай, Глеб. Дорисуй Вову. Молодец. Ребята, идем дальше. Какое задание у нас тут? Ребята, а какой цвет у воды? Можно? Бери, Мася. Какой цвет у воды? Никакой. Никакой. Воды нету цвета, да? А мы сможем мы закрасить воду? Да. Давайте мы попробуем, получится у нас или нет. Посмотрим. Бакай, видишь? Я хочу попробовать. Давай, нас, выходи. Я буду вызывать того, кто будет сидеть тихо. Хорошо? Цвета называй. Розовый, молодец. Дальше. Или по- Цвета называй. Это какой цвет? Молодец. Громко. Красный. Классно. Синий. Ничего, не подсказывай. И желтый. Ай, не подсказывай. Посмотрим, ребята, получилось у нас закрасить воду? Да. Получилось, оказывается, можно закрашивать воду, да? Идем дальше. А теперь задание со звуком, ребята. Слушайте внимательно. Капельки сначала поднимаются вверх, а затем падают вниз в виде дождя или снега. Круговорот воды. Правильно. Может, водоворот воды? Нет. Круговорот воды. Я Выходи, хочу. Арсен. Молодец. Слушаем дальше внимательно, ребята. Задание со звуком. Садись. Выберите, какие 3 агрегатных состояния принимает вода. Газообразно. Газообразно. Жидкую. Семен, выходи. Жидкая. Твердая. Вода бывает твердой, да? Где твердая? Покажи. Покажи. Да, правильно, молодец. Жидкая. Арсен. Я хочу. Газообразно. Беремай. Еще какое состояние имеет? Облака газообразное состояние. А плазма может быть состоянием? Нет. Молодцы, ребята. Хорошо, все запомнили. Выберите, чего не имеет вода. Запаха. Вкуса. Формы. Аруза, Цвета. чего не имеет вода, ребята? Вкуса. Называй. Аруза, чего не имеет? Вкуса. Форму не имеет, да? Цвет. Радужный цвет. А, я знаю. Не Чего не имеет вода? Вкуса. Называйте, когда вы нажимаете. Хвоста. Чего не имеет еще? Хвоста. Вода не имеет цвета, ни запаха, ни вкуса и хвоста. Ребята, на этом наши задания подошли к концу. Ну-ка, встаньте, давайте еще раз проведем физминутку. Здорово, мальки! Это я, капитан Краб. Хотите размяться? Тогда погнали! Головой упрямо вертит молодой мешак. Вы давайте тоже будем делать так. Раз, два, раз, два, раз, два, делай так. Раз, два, раз, два, раз, два, делай так. Вот начальник нажимает, палочка бока. Вы давайте тоже будем делать так. Раз, два, раз, два, раз, два, делай так. Раз, два, раз, два, раз, два, делай так. Это щелкает клешнями под водой враг.
Видите, ребята, отдохнули? Да. Теперь присядьте. Ребята, ну а сейчас внимательно смотрим на доску. У нас появится вот такая картинка. Мы должны сложить снежинку из кубиков Никитина. Аккуратно проходим кубиком, разделитесь на 2 команды. Девочки, мальчики. Это кубики Никитина, которые мы используем на наших многих занятиях. Задаем разные задания. Кубики мы приготовили сами, сделали сами. Кубики Никитина развивают мелкую моторику, мышление, развивают воображение и работу в команде. На доске смотрите. Получается, девочки? Все разделать? Мальчики закончили первыми, да? Да. Ребята, давайте, а теперь похлопаем, девочки, похлопаем нашим мальчикам. Молодцы. Аня, молодец, все сделали. А теперь давайте пройдем к нашему колесу воли и посмотрим, как вы все запомнили. Садитесь, ребята. Давайте я буду крутить барабан. Так, садись, пока. Садись. Так. Синий. Если долго кипятить воду, то тогда вода станет паром. Молодец. Алихан, кому нужна вода? Картинку показывай, дети. Рыбам. Еще. Помогите, ребята. Кому нужна вода? Птица. Животным, растениям, Молодец. Крутим барабан дальше. Арсений. Глеб. Воды низкое состояние. Молодец. Твердое, газообразное и жидкое. Жидкое. А снег, ребята, какое это состояние воды? Твердое. Твердое. Молодец. Еще вода идет. Так, Сулайман. Воды нет вкуса. Молодец. Воды нет вкуса. Ребята, вы, оказывается, все запомнили, все знаете. Ну а сейчас, ребята, я для вас приготовила сюрприз. Встаньте с места. Ребята, вы когда-нибудь пускали цветные пузырьки? Нет. Видели цветной дождь? Нет. А сейчас мы с вами будем пускать цветные пузырьки. Давайте садитесь за стулья. Проходите на свое место. Нет, не надо. Просто садитесь. Ребята, перед вами стоит стакан с водой. Ребята, посмотрите внимательно. Она какого цвета? А теперь мы с вами попробуем ее закрасить. Возьмите краски побольше. Красной стала. Еще давай. Давай. У меня Стакан с водой. У меня желтый, у меня оранжевый, у меня красный, у меня оранжевый, а у меня красный. Я тоже Молодцы. Все закрасили? Да. Алихан, еще краски давай. А у меня желтый. Лайман, ты тоже краски добавь еще, чтобы красивый цвет получился. Хорошенько перемешай. Давай, еще давай. Ты тоже больше делай. А теперь, ребята,
Возьмите этот стакан с водой, видите, у меня желтый цвет стал. А у меня красный. У меня У всех разные цвета, да? Цвета разные. А теперь добавляем эту воду, масло. Добавьте аккуратно. Всю воду добавьте масло. Добавили? Да. Добавьте. Не перемешиваем, просто. Так. А теперь возьмите ложку и добавьте соду. А у меня нет ложки, придется рукой. Да, рукой добавьте тогда. У тебя должна быть ложка, у всех должна быть ложка. А у меня нет. Так, добавьте. Если нет ложки, добавьте руками. Не перемешиваем, просто смотрим. Я же не сказала перемешивать. Посмотрите, что у вас происходит. Внимательно смотрите. Видите, появляются цветные Музыки. Вот, добавьте соды. И смотрите, видишь, Синель, у тебя прям бурно поднялась вода. Видите? Видно вам? Да. Давай, побольше соды добавьте. Мне уже. Ну, давай, у меня как. Вам нравится, ребята? Да. Бегемай, тебе понравились цветные пузырьки? Мне тоже. У кого очень красиво получается, ребята? Моя. Посмотрите, у Бегемай очень красиво получается. Видите? Красиво? Да. А у меня, посмотри, что творится. Ребята, молодцы. Мы это продолжим еще на занятиях наших. А теперь встаньте, пройдите за стульчики. Проходите. На этом занятие закончилось. Ребята, вам понравилось занятие? Да. На доске. Ребята, из института «Вода» нам отправили посылку. Давайте мы ее откроем. Ребята, тут медальоны. Они пишут, что мы справились с заданием. Видите? Вы сегодня все были молодцы. Давайте наденем медальоны. Все очень хорошо отвечали. Я сам только. Я сама. Ты молодец. Да, я уже прочитала. Ты молодец. Ребята, давайте скажем нашим гостям до свидания. До свидания. До свидания. И тихо пройдем в группу.
видеть, как танцует якутяночка моя. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтобы увидеть, как танцует якутяночка моя. Байыркыдан жалын бей, бақты бызға жанған бей, баш аталып қырғыздан бардығына майран бей. Өрбө чапқан жалын жаш, Өтіп кетсе табылбас, эр жигитке шаймашай. Эрги пиле карындаш, эрги пиле, эрги пиле. Эрги пиле, эрги пиле. Шыңқырғана таққандай, ұшып бара жатқандай, талпыналы жарышқа тай тұруны чапқандай. Қандай адам тим тұрат, албай жүріп толқынат, жалпы тегіз билесек жалындасын ынтымақ. Дайрадай, дайрадай. Күбі келіп тілектен, күйіп жанып күн өткөн, жаның барда өчүрбө жалыныңды жүрөктөн. Шарапаттуу дүйнөдөй шаңга кошул сүрдөбөй, кантип чыдап турасың карап четте бийлебей. Эрги пиле, эрги пиле. Эрги пиле, эрги пиле. Шуңкаргана каккандай, учуп бара жаткандай, талпыналы жарышка тай туруну чапкандай. Кандай адам тим турат, албай жүрөк толкунат, жалпы тегиз бийлесек жалындасын ынтымак. Чағылған, жаралған бе жалындан, жат өмірге жарық бол, шам шырақтай жағылған. Күлкі менен жашарып, күн балдары аталып, билеп қары жашыбыз бір құмарға баталып. Баталып, 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 баталып. Шыңқырғана қаққандай, ұшып бара жатқандай, талпыналы жарышқа тай тұруны чапқандай. Қандай адам тим тұрат, албай жүріп толқынат, жалпы тегиз бийлесек жалындасын ынтымак. Кандай адам ким турат, албай жүрөк толкунат, жалпы тегиз бийлесек жалындасын, жалындасын, жалындасын ынтымак. Жараткан берилген жагдайда, тайманбас тайбас эр кайда. Жүрөгү батыр туусун тутар, мүрөгү жалтыр суусун жутар, жан кайда. Канаты сынса кайнардан, кара тер түшсө кайрадан. Бек намыска турар жигит, мекенимде улам жигит кайралган. Күн сары чапкан шаң төрү, кабылан көк жал көк бөрү. Кайратың таштодой, жүрөгүң солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Кайратың таштодой, жүрөгүң солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Талашса
темир тал чайнар, тарамыш балтыр жал чайнар. Элдин кыран жигиттери ажыдар жүрөк алып бителге таш чайнар. Үмүтүң өзүң колуңда, үзүлбөй дайым кол сынап. Анда месе алдыңда аргымак, жулунап жол сурап. Эй, гүл сары шапкан шаң төрү, кабылам көк жал көк бөрү. Кайратың таштодой, жүрөгүң солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Кайратың таштодой, жүрөгүң солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Гүл сары шапкан шаң төрү, кабылам көк жал көк бөрү. Кайратың таштодой, жүрөгүң солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Кайратың таштодой, жүрөгүң солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Асманга чөлөк болгон тоолор менен, аламда бейиш жерим биздин мекен. Ак бейил арнамызды элибизди, ала то алтын бешик алды элеген. Эли бисең байыркы улуу элден, эркиндик асабатсың желбиреккен. Эрманат бактыр баштап далай эрлер, эзелден атта журту сактап келген. Кыргызстаным менин мекеним, Кыргызстаным сенин мекенин. Кыргызстаным өкүндөй бергин, Кыргызстанды жашап келиң.
этом наше мероприятие небольшое завершилось. Не судите строго. Будьте, да, слушайте. Молодцы. Наш молодой креативный музыкант Адилет Балбекович. А дети вместе с воспитателями приготовили небольшие подарки вам. Разрешите раздать? Это своими руками они делали. Урок был очень хороший, отличный. Почему, да. С малых лет уже учились, да. Исследовательский такой хороший урок, да, когда есть Феррера, да, там уже Спасибо за внимание.